Кейинги сөз Кожокулова Гүл Ахматқызына. Рахмат, Чолпан Алаевна, всем доброе утро. Ну, не буду скрывать, мне очень понравилось вот это выражение «парламент станет элитным клубом», но, наверное, это так. Потому что тот законопроект, который нам предлагают наши коллеги, он четко говорит о том, что кто только может, и этот список, наверное, уже как бы гарантирован. Меня другое волнует. Меня волнует, что данным законопроектом сделано для того, чтобы увеличить явку наших избирателей. Что изменится. На сегодняшний день и вообще последние года и последние все выборы показывают, что наши избиратели не выходят на выборы, не идут на выборы, так как они не верят в систему, так как вопрос подсчета голосов и так далее стоит очень злободневно. Вот я хотела бы узнать позицию ЦИКа. Вы что-то усмотрели в новом законопроекте, что улучшится, изменится именно вопрос именно явки с избирателями? Тот вариант, который предлагается, я вам честно хочу сказать, почему в самом начале я продолжила тему Дастана Далбаевича по поводу элитного клуба. Но там в основном на самом деле придут близкие, родственники, земляки, родословные. У нас разрастется законодательно, грубо говоря, закрепленный трайбализм, который у нас существует. Мы его никак не можем вывести. Как быть в этом вопросе? Как быть в вопросе, который указан по подсчету голосов? Если у нас в действующей норме четко написано, что одновременно нельзя будет проводить подсчет голосов, сейчас мы все это убираем. То есть очень много вот вопросов, именно вот в статье 35, да, пункт, часть 11 со значком 1. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается. Даже это прописано. Это сейчас все исключено. Очень много все исключено, но при этом как будет выглядеть в действующем избирательном кодексе, законе написано, как будет выглядеть бюллетень, как нужно голосовать. Сейчас это все тоже исключено, как оно будет выглядеть. Понятие многомандатности, пожалуйста, я хотела бы услышать у ЦИКа, что оно означает. Если многомандатное, это все-таки несколько мандатов, мы предполагаем, правильно, но при этом право голоса только, получается, вот по действующему мы могли голосовать и за кандидата из партии, и за одномандатно выбирали. На сегодняшний день только за одного из трех. Вот. И вопрос именно в том, что я понимаю, что мы хотим как бы улучшить, но я хотела бы узнать, в чем причина изменения. У нас единственный изъян в действующем было, это то, что мы по одномандатному случаю, если он выбывает, то необходимо было проводить выборы. Но это же можно было просто исключить, эту практику, и чтобы следующий шел по одномандатному. Нет, мы сейчас и нивелируем вообще положение политических партий, получается, да, ну и зачем вообще вопрос здесь в обосновании меня даже, если честно, удивил, да, партийно-политическую ситуацию, значит, если у политических партий нет идеологической основы, ну вообще, я не знаю, что за обоснование, нет идеологической основы политических партий. Зачем тогда регистрировать эти политические партии? Вот. Они всегда существовали, есть, это тоже определенная система. А вот скажите, как вот будет дальше у нас в парламенте действие, как будет здесь вопрос именно другое обоснование, географическое представительство. И они будут подотчетны и представлять интересы только подотчетно своим регионам. Слушайте, это же Джогорку Кенеш. Это все-таки высший представительный орган государства, это интересы государства превыше всего. А у одномандатного, то есть кандидата, который вот сейчас вот предлагается, он будет только защищать интересы региона. Ну, тогда надо возвращать областные кенеши. Пусть там региональные все вопросы решаются, а интересы государства как? Закон же вообще принимается в Джогорку-Кенеше, это в интересах всего государства, в интересах наших граждан, а не в интересах одного региона. Тогда будут лоббирование интересы только региональные принципы. Но вот как-то, вы знаете, многие вещи не состыкуются. Если мы говорим
именно о Джогурку Кенеш, именно о высшем представительном органе, который указан четко в Конституции, то должна быть и масштабность вопроса. А мы порождаем, вот знаете, вот немножко какие-то, на самом деле, какие-то клубные интересы. Вот так вот не должно быть. Кандидаты будут приходить и избираться. Я не буду скрывать. Я, например, тоже захочу голосовать, вот знаете, у себя в районе. И в то же время я хочу за кандидата, который находится и избирается по другому округу. Мы вообще лишили всех права. Если я вижу, что достойный из Баткена баллотируется, я у себя в городе не смогу баллотировать. Гулия Ахматкуловна. Время. Все, завершаю. Вы знаете, вопросов много, ответы хотела бы получить. Спасибо большое.